Я продолжаю писать карту дня на 15 января. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас будут знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков. Ну, это у нас Овен, Телец, Близнецы, Лев, Дева, Рак еще. Тогда вам нужна первая часть. Да, то есть, если вы этого знака. Под видео есть ссылочка на первую часть. А я смотрю дальше. Весы, 15 января. Корона, первое событие. Это общение с каким-то важным, влиятельным человеком. Надежда. Ну, видимо, вы возлагаете надежды, да, то есть на этот разговор, на эту встречу, разговор. Ключ. Хорошо, открытые двери для вас. Общение с друзьями. Застолье. Подарки. Может быть, это какое-то событие будет. Нерешенный вопрос, к сожалению, видите, но ваши надежды, да, то есть на решение какого-то вопроса не оправдались. Так, сейчас я еще посмотрю здесь и потом вам расскажу. Конфликт нельзя. И здесь я не вижу. Значит, в этот день у вас будет какая-то важная встреча с влиятельным человеком, серьезным, общение с друзьями, застолье, подарки. Дальше надежда на решение вопросов, но вопрос не решается. И если мы посмотрим ножницы, да, то есть это решение вот этого вопроса, вот они. Видите, если бы эти карты поменялись бы местами, да, вот так вот, когда я мешала, то вопрос был бы решен. То есть карты показывают, что вы в одном шаге от решения этого вопроса, но в понедельник он не решится. Так что вот сильно не расстраивайтесь, он решится в ближайшее время, но не в понедельник. Хотя вот у вас, казалось бы, выпал ключ, ключ он как бы помогает. Может быть, еще знаете как, ключ иногда показывает, что какие-то наши действия, может быть, вы ждете помощи от вот этого влиятельного человека, да, то есть что он что-то сделает, да, для решения вопроса, а ключ показывает, что в ваших силах, да, то есть эту ситуацию изменить и решить вопрос в свою сторону. То есть тут надо ваши усилия, а не ожидания помощи со стороны. Вот может быть еще такая подсказка. Если хотите в понедельник решить, тогда самостоятельно прикладывайте усилия, да, то есть и открывайте для себя нужные вам двери. Вот так. Благодарю за внимание, весы. Я перехожу к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. 15 января, понедельник. Понедельник, события дня. Скорпионы. Якорь, первое событие. Успех. Гости. Чашка чая. Свидание нельзя.
цветочек исполнения желания, либо здесь еще второй вариант удача. Но я первый цветок увидела, оставляю его. Новость. Дружба, друзья, возможно, информацию, да, то есть какую-то новость расскажут друзья. Месяц. Событие, которое повторяется каждый месяц, может быть, 15-го. Так, здесь нет. И победа еще есть. Успех и победа. То есть два события, показывающие на какой-то там супер результат. Значит, смотрите, получается, в вашем случае якорь, кстати, может показывать точку завершения. Да, то есть если вы к чему-то долго шли, да, то есть долго готовились, ну, допустим, там суды были годами, да, грубо говоря, то якорь еще иногда, или кредит платили, да, вот что такое якорь? Это когда ты ставишь точку в каком-то таком долгоиграющем процессе, да, то есть ты получаешь успех и победу, да, то есть и окончательная точка. Так что в понедельник вы получите какой-то успех и победу в делах, в работе. Дальше гости. Исполнение желания, общение с друзьями, события, которые повторяются каждый месяц, и новость. Ну, вот такие события для вас. Скорпиончики. Смотрим дальше. Стрельцы. Стрельцы, 15 января, понедельник, события дня. Месяц. Разлука, чемодан. Друзья. Бабочку нельзя. Кровать – это интимная связь. Радость. Деньги. Ну, тут больше это расходы. То есть мешочек больше расходы показывает. Надежда. Угу. Получается, в этот день, смотрите, вы возлагаете надежды на этот день. У вас будет общение с друзьями, хорошее настроение, интимная связь, может быть. Какие-то финансовые вопросы будут решаться в понедельник. Будет событие, которое повторяется каждый месяц. Может быть, это и есть. Да? То есть либо поступление, либо наоборот, вы что-то оплачиваете каждый месяц. И временная разлука, расставание, может быть, с кем-то, чемодан. Так что вот такие события. В принципе, ничего плохого не выпало для вас. Так что день будет спокойным. Смотрим дальше. Дальше у нас идут козерожки. Козероги. Так, смотрим. Козероги.
15 января. События дня. Змея, первое событие. Деньги. Друзья. Гости. Расходы на гостей. Надежда. Временная разлука, расставание. Чемодан. Удача. Подарки. Козерожки. Это ж у вас день рождения, 15 января. Может быть. Может быть, кто-то смотрит, у вас день рождения, я вас поздравляю. Видите, выпадает на этот день подарки, гости, общение с семьей, с друзьями. Ссору нельзя. И казенный дом тоже нельзя, потому что эти карты уже зафиксированы. Значит, смотрите, да, то есть точно какое-то событие может быть, потому что выпали подарки, гости, общение с друзьями, общение с семьей, да, то есть может показывать, то есть какое-то событие. Удача в этот день вам будет сопутствовать, надежды будут на этот день, какие-то вопросы, связанные с финансами, возможно, расходы, да, то есть на гостей. Кто-то попытается съязвить, да, то есть сказать что-то неприятное в этот день, змея. И может быть чемодан, временная разлука, расставание. Может быть, допустим, родители приехали в гости и уехали, да, то есть чемодан. Ну, либо друзья, да, то есть приехали на один день и уехали. Так что такие события для вас. То есть ничего плохого, да, в этот день, кроме змеи. Ну, это единственное. Хотя змея тоже иногда она показывает, допустим, кто-то из друзей, может быть, по году рождения змея или медик по образованию. То есть змея не всегда показывает, да, то есть человека, который пытается нас как-то обидеть. Ну, будем надеяться, да, то есть, что у вас проиграется именно так. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Смотрим, водолеи. 15 января. События дня для водолеев. Гости, первое событие, чашка чая. Пойдете в гости или будете принимать гостей. Обман, маска. Разочарование. Возможно, узнаете правду о ком-то в этот день, да, то есть о каком-то человеке разочаруетесь. Такое тоже может быть. Конфликт. В конфликте человек, да, что-то наговорит, может быть, вам такого неприятного, да, то есть что вы не ожидаете. Так, ну здесь вроде бы не вижу. Смотрите, колокольчик, да, то есть обычные пустые разговоры, ну, знаете, когда мы там ни о чем, да, то есть разговоры. Обычный пустой разговор может закончиться конфликтом.
И еще есть месяц. Событие, которое повторяется каждый месяц, тоже может быть в понедельник. Поэтому смотрите, значит, у вас в этот день могут быть гости, событие, которое повторяется, имеет какую-то цикличность, пустые разговоры, болтовня, конфликт, обман, да, то есть и разочарование в ком-то. 3 предупреждения. Благодарю за внимание, Водолеи, и перехожу дальше к рыбкам. Надеюсь, что вы ни с кем не поругаетесь в этот день. Смотрим дальше. Рыбки остались у нас 15 января. 15 января, рыбы. События дня, понедельник. Застолье, бокал, месяц, деловая встреча, подарок нельзя, дорога. Тут еще второй вариант, свидания можно тоже соединить. Но я дорогу увидела, оставляю ее. Так, смотрите, тоже 2 варианта. Книга, да, то есть либо тайная встреча. Но опять же, я увидела книгу, оставляю книгу. Если вы увидели это событие, тогда у вас тайная встреча проиграется. Ключ нельзя. Конверт. Конверт — это получение новости, информации, получение какого-то документа. Может быть, каждый месяц, да, то есть вы получаете какие-то справки, например. Также еще есть цыпленок. Возможно, на застолье будет ваша семья, дети. Череп нельзя. И здесь нет. Получается, в этот день, значит, смотрите, может быть застолье, общение с семьей, с детьми, деловая встреча, поездка, посещение госучреждения, получение, да, то есть какой-то справки, документа, бумаги, либо просто информации. Так что у вас, видите, тут и вопросы решаются, и какое-то еще застолье может быть. В принципе, все события позитивны. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.